я слушал, очень внимательно слушал реакцию Рамзана Ахмадовича, слушал. У меня совершенно идентичное такое же мнение, потому что это просто смешно, когда по надуманным доводам там вводят санкции против не конкретных лиц, которые в чем-то провинились или заслужат этого. В республике, ну, кому-то может это не нравится, мы сами видим последние вот эти вот годы послевоенные, особенно вот последние 7, 8, 10 лет, ну, настолько республика изменилась, настолько облик республики и вообще вот это вот никаких преступлений, никаких там отрицательных каких-то, даже вот приезжают с России или за границы приезжают люди и просто удивляются, что здесь можно свободно оставить что угодно, машины открытые, никто ничего не крадет. И после всего этого вводить какие-то санкции, это просто смешно. Я думаю, что совершенно спокойно мы должны на это реагировать. Они никоим образом не касаются ни нашей республики, ни наших жителей нашей республики, потому что ситуация совершенно другая здесь, положительная. И поэтому там надо спокойно относиться к этому. Помощь, какая бы она ни была, и от кого бы она ни была, она важна и нужна. Поэтому я считаю, что заблокировать помощь, это, не знаю, какая-то месть, может, идет, или конкуренция, я не скажу, но если люди делают добро, зачем запрещать? Вот мое мнение. Делать добро, это же, если не всем, то хотя бы одному или двоим помочь, и то хорошо. Сколько нуждающихся в мире вообще, даже если не выходить за пределы нашей республики, у нас в республике помочь, и то хорошо, я считаю. Не знаю я, как другие считают, но мое мнение такое. Хорошие дела нельзя отменять. Наоборот, надо к хорошему идти. Вообще фонд Кадырова, Масусагана, Годияш, Бисляхан, Чула, Меткшияш, Дукканаган, Саган, Хумнаш, Туш, Дукка Сагнаш, Дюрш. Сюда цветвел уксан бодигдида. Как так? Фонд Кадырова, Масунаган, Годияш, Лачун, это из-за санкций шмуя. Я очень против этих санкций. Это нелогично, даже неприемлемо. Люди, которые делают добрые дела, которые нам помогают во всем, как можно делать против них санкции? Это просто невозможно, неприемлемо это. Не то, что нелогично, я даже не знаю, как такое можно сделать. Я вообще это не представляю. Очень плохо. Телефон عامل حاجة فندق وين مصر ريسبوبليكا ونوختي شوات ديش غودو أمريكا إذا بد وقتها تيتقيج وعدت على وديك ديها درخ إما اسمه ده المقلع وين ديك نكر دوخ وديك ديها دوخ تير هتريانا. Те, кто принимали эти санкции, отлично осознают, что рука помощи нашего фонда, она протянута всем обездоленным народам, будь то в Бангладеше, будь то в Сирии, будь то в Ливии, будь то в Крыму, в Донбассе, Луганске и так далее. Они это отлично осознают, тем не менее принимаются санкции против данного фонда. Никакими демократическими ценностями они не руководствуются, принимая такого рода решения. Казалось бы, футбольный клуб «Ахмат» какое отношение имеет к политике, спорту? Тем не менее, американцы всегда умудрялись смешивать спорт с политикой. Никакие санкции не способны в этом мире заставить нашего руководителя прогнуться под желательной для США цели. Ахмад сила, Аллаху Акбар. Я глубоко возмущен тем, что США, в принципе, смогли ввести санкции против фонда, который за все свое время существования помог более чем миллионам людей с их проблемами, как жилищного, так и материального характера, здоровья и так далее. И
то, что они, в принципе, борются против спорта, против нашего спорта регионального, который наши спортсмены, они всегда занимают высокие места в разных соревнованиях международных, всероссийских и так далее. Поэтому я не вижу в этом никакого смысла. По-моему, это откровенно бредовый поступок с их стороны.